Добрый вечер. А за кого вы болеете сегодня? Мы болеем за мою невестку Лилиану. Ага, под каким номером она сегодня выступает? Шестым. Ага, очень хорошо. Хорошо, что вы сегодня пришли ее поддержать. И скажите, пожалуйста, когда была свадьба у Лилианы? 25 августа. Ага, с 18 года, в самый, получается, разгар сезона. А почему она решила участвовать? Она вам говорила? Не говорила. Нет? Нет, не говорила. Хорошо, пусть это останется секретом, а она сама об этом знает. Но сейчас буквально несколько слов, пожеланий от сегодняшнего конкурса. Чтобы моя невестка выиграла самый первый приз. А вы за кого болеете? Я за Татьяну, Ага. Татьяна вам кем приходится? коллега. Да. На свадьбе были у нее? Нет. Сегодня у вас есть возможность видеть ее в свадебном платье, красивой. Какие слова пожелания есть у вас для нее? Ну, чтобы она победила здесь и чтобы все было хорошо. А вы кем приходитесь, Алине? Сестра двоюродная. Несколько слов пожеланий. Желаем ей победы. Добрый вечер, за кого болеете? Добрый вечер, день за Савинову Алину. Кем она вам приходится? Она коллега по совместительству, подруга и вообще хорошая девушка. Как здорово. Ну, наверное, у вас есть какие-то слова пожелания для нее тогда в этот вечер. Я не желаю, я просто знаю, что она победит 100%. Это даже не пожелание, 100%. За Савинову Алину хорошо. Буквально несколько слов пожеланий друзьям вашей семьи. Держаться, она молодец, она самая лучшая невеста, жена, мама и удачи. А вы бы решились участвовать в таком конкурсе? Ну, возможно, да, но сейчас не в том. Ну ничего, хорошо, мы ждем вас в следующий раз. Я болею за свою жену Винокурову Татьяну. О, как приятно! Наконец-то первый супруг, который сидит в зале. А ты думаешь, где все женихи? Ну, понятно, невеста там за этим. А как давно вы поженились? Мы поженились в прошлом году, в июле месяце. Вот, и теперь Танюша у меня участвует в этом конкурсе. А как приняли решение участвовать? Ну, Таня узнала об этом мероприятии. Вот, мы посоветовались и решили, что да, стоит участвовать. Правильно сделали. Удачи вашей Танюше. И что вы хотите ей сказать вот сейчас перед выступлением? Таня, я тебя очень люблю. Я хочу, чтобы ты победила. Ты победишь. Все будет круто. Очень хорошо. За Асю еще вот в этом зале, я так поняла, никто не болеет, поэтому ей нужна будет ваша поддержка. Как давно вы ее знаете? Или она ваша родственница, или кто-то? Родственница. Племянница. Что вы ей желаете? Здоровья, счастья, любви, победу. А вы, я так поняла, супруг Аси? Да. А как приняли решение участвовать в конкурсе? Ну, меня Ася сказала. Я был не в курсе, что она участвует в таком конкурсе. Да, поддержал, конечно. Ну, удачи всем участникам. И, конечно же, желаем удачи. Желаю удачи ей. Удачи ей сегодня очень пригодится. Растерялся сам. Чтобы она победила. Победы и удачи. Здесь у нас такая самая, наверное, маленький или маленькая гостья самая. Как зовут? Маленькая болельщица. Вероника. А вы за кого пришли болеть? И Вероника за кого пришла болеть? Ивановых. А как невесту зовут? А? Невесту как зовут? Алена. Алена. А с Аленой вы знакомы как? Она вам родственница или коллега? Да нет, тоже друг семьи. С семьями дружим. А, очень хорошо. Какие слова пожелания есть для Алены? Ну, мы хотим, чтобы они выиграли. Ну, долго счастливой семейной жизни. Дайте мне сказать. Да, удачи. Спасибо большое. Вот так сделай. Так. Хорошо, спасибо. Мы в музей пришли и потом подумали, что бы не посмотреть. Ну, сегодня здесь будет 6 невест, прекрасных соревноваться, ну, грубо так скажем, да? Говорят, тур прошли какой-то, да? Да, и бриллиантовая невеста получит титул и возможность поехать на российский конкурс. Ух ты! Так что давай скажем удачи невестам. Удачи невестам. За Журавлеву Надежду. Чтоб она красивая была. И чтоб победила. Ой, как хорошо, обязательно победит. У нас такие маленькие девочки приходят болеть и желают победы. Девочки, добрый вечер, за кого вы болеете? Добрый вечер за Алину Савинову. Несколько слов пожеланий Алине. Мы желаем ей только победы и успехов во всех конкурсах, этапах. Спасибо большое.
Удачи тебе. Мы пришли болеть за Танюшу нашу Винокурову, нашу подругу, сестру. Я смотрю, у вас есть с собой целый транспарант. Давайте посмотрим. Вау, здорово. Танюша бриллиантовая невеста. То есть вы уверены, что она станет бриллиантовой невестой? Мы надеемся, конечно, болеем всей душой. Для нас она наша бриллиантовая невеста. А она сама решилась на этот конкурс или кто-то ей подсказал, не знаете? Сама. Но вы ее поддержали. Да, конечно. Молодцы, мы желаем вашей Танюше победы. Танюша, наша бриллиантовая невеста. Ну что ж, дорогие друзья, разрешите под ваши аплодисменты пригласить для приветственной речи, напутственного слова организаторов этого прекрасного фестиваля невест. Под ваши бурные аплодисменты встречаете Ирину Камионко и Анжелику Кардашевскую. Бурные аплодисменты! Всем здравствуйте. Очень рады видеть всех и каждого, что пришли поддержать своих дорогих и близких, что пришли просто посмотреть на наше шоу, которое стало уже традиционным. И, конечно, хочется, чтобы каждая девочка победила, чтобы каждая взяла номинацию главную «Бриллиантовая невеста», «Бриллиантовая жена». Но в любом случае они самые лучшие. Я желаю девочкам, скорее всего, потерпеть, немножко не переживать. Если даже вы сегодня не выиграете, вы все равно самые лучшие девочки. Спасибо. Под ваши бурные аплодисменты разрешите начать фестиваль невест. Громче, громче аплодируем! Поддержим бурными аплодисментами наших участниц. Встречайте громкими аплодисментами наша конкурсанток Лилиана Михайлова в номинации «Бриллиантовая невеста». Громче, громче аплодируем. Сегодня на эту сцену выйдет также Татьяна Винокурова в номинации «Бриллиантовая невеста». Аплодисменты! У нас есть не менее интересные, красивые, замечательные люди, которые сидят вот за этим столом. Давайте поаплодируем членам жюри громкими аплодисментами. Я попрошу их встать под ваши аплодисменты, и я представлю их. Победительница прошлогоднего фестиваля невест в номинации «Бриллиантовая невеста» 2017 года. Юлия Кипрова, бурные аплодисменты. Победительница конкурса «Бриллиантовая жена» 2018 года Лана Иванова.
Это те девушки, которые уже знают об этом фестивале не понаслышке, знают, как тяжело, наверное, все-таки выходить на эту сцену, но они у нас в качестве победительниц. Также бурными аплодисментами встречайте нашего гостя. Главный специалист управления ЗАГС при правительстве Республики Саха-Якутия Анна Григорьевна Михайлова. Ну и, конечно же, корреспондент всем нам известной республиканской газеты «Она плюс» Велена Иудинова. Бурные аплодисменты. Ну, в центре стола, где разместились члены нашей судейской коллегии, сидят, даже я бы так сказал, генеральные партнеры стоматологическая клиника Dental Avenue в лице Дениса и Татьяны Ильиных. Поверьте, фамилия не случайно у них одна на двоих, поэтому у нас конкурс называется «Фестиваль невест», поэтому у нас здесь только семейные и семейные пары. Ну что ж, давайте поаплодируем участнице под номером 1. Первому участницу всегда тяжело выступать, поэтому бурными аплодисментами встречайте Татьяну Винокурова. Дорогие зрители и жюри, в этот прекрасный вечер хочу поприветствовать вас и поблагодарить за возможность оказаться на этой сцене и проявить себя. Меня зовут Татьяна, мне 27 лет. По образованию я математик, работаю в Институте музыковедения младшим научным сотрудником. Я довольно разносторонний человек. И в шахматы сыграю, и на прогиб возьму. Свяжу носочки мужу и на стрельбу схожу. Моего мужа зовут Артур. Наша история любви начинается 12 июля 2014 года с прекрасного места под названием Еланка. А в прошлом году, на 4-ю годовщину наших отношений, мы сыграли свадьбу в кругу родных и близких нам людей. Я счастлива участвовать на данном фестивале, и это для меня незабываемое впечатление. Спасибо за внимание. Уважаемые друзья, встречайте участницу под номером 2 Алина Савинова. Громкие овации. Здравствуйте, уважаемые жюри. Меня зовут Алина. Я замужем за любимым человеком уже 10 лет. У нас 2 прекрасных детей. И я сегодня решила рассказать вам сказку, нашу сказку. Среди бескрайних заледенелых просторов и непроходимых лесов раскинулась, словно солнечный блик, долина Туймада. Всего там было вдоволь. Народ жил в достатке и был счастлив в своей маленькой и уютной долине. Жила в той долине девочка с ямочками на щечках. Как и все дети, она ходила в школу. И был у нее друг, местный заводила, мальчишка руки в брюки. Однажды смотрел он, как девочка классики прыгает. «Слышишь, девочка, я тут подумал, вырастем, я на тебе женюсь. Какой ты самоуверенный, а может, я не захочу?» «Как не захочешь? Решил? Значит, добьюсь, чтобы ты захотела. А я уеду от тебя далеко-далеко к Синему морю. А я найду тебя, вот увидишь, женой моей будешь. И точка». Прошло много лет, девочка уехала учиться и вспоминала мальчишку руки в брюки. И он сильно тосковал. Но времени зря не терял, учился, работал, однажды набрался смелости и полетел к ней. И вот стоят друг перед другом, уже не мальчишка руки в брюки и не девчонка с ямочками на щечках, а вполне себе взрослый парень и девушка. А из детского только карман на брюках и ямочки на щечках. Я по делу привык говорить: «Ну что, пойдешь за меня?» «Пойду». А потом появился я и моя сестренка. Вот и сказки конец, а кто слушал, молодец. Встречайте на нашей сцене участницу под номером 3 Анастасия Роева. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Анастасия. Родом я из города Вилюйска. Как и мой супруг Виктор. Этот год для нашей семьи особенный. Мы ждем пополнения в нашей маленькой семье. Я решила принять участие в конкурсе впервые, потому что я знаю, что я не одна. У меня есть семья, которая меня всегда поддержит. Про себя я воспитывалась в Вилюйском детском доме. Спасибо воспитателям за то, что меня вложили. Окончила СВФУ в 2014 году, но
Училась я еще много-много, и сейчас у меня есть массажный кабинет. Я помогаю людям стать здоровыми и красивыми. Очень люблю свое дело, приношу красоту в этот мир. Пока в моей жизни не появился мой муж, я считала себя сильной женщиной. Я каталась на байке, я любила технику, чинила машины. Никогда ничего не боялась, добивалась всего сама. Хотела крепко встать на свои ноги, чтобы в будущем моя семья не нуждалась ни в чем. А сейчас я могу расслабиться, потому что есть у меня мужчина, с которым мы вместе построим нашу семью. Спасибо. Участницу под номером 4 Надежду Журавлеву громкими овациями. Здравствуйте, дорогие гости и уважаемые члены жюри. Меня зовут Надежда Журавлева, мне 24 года. С моим мужем мы уже 5 лет вместе. Он у меня командир военизированной горноспасательной части. В данное время я занимаюсь воспитанием и развитием своих детей. Я творческая личность, люблю делать все своими руками. С детства занимаюсь моделингом и добилась некоторых успехов. Один из моих титулов – «Мисс зрительских симпатий Дальнего Востока» 2013 года. Я имею красивую внешность, но мой внутренний мир не менее прекрасен. И считаю, что обращаться нужно не только к своему разуму, но и к мудрости своего сердца. Очень благодарна моей группе поддержки за чуткость и отзывчивость, за помощь и боевой настрой. Я счастлива сегодня оказаться на этой сцене. Спасибо. Предпоследней на нашу сцену выйдет участница под номером 5. Встречайте громкими аплодисментами Асю Винокурову. Добрый вечер, уважаемые жюри, гости и моя семья. Меня зовут Ася, я молодая жена, любимая и мама. И знакомство со мной я хочу начать с моего любимого стихотворения Натальи Очкур. Я женщина, а значит я актриса. Во мне 100 лиц и 1000 ролей. Я женщина, а значит я царица, возлюбленная всех земных царей. Я женщина, а значит я рабыня, познавшая соленый вкус обид. Я женщина, а значит я пустыня, которая тебя испепелит. Я женщина, я сильна по неволе, но знаешь, вся жизнь борьба. Я женщина, я слабая до боли, которая, значит, я судьба. Я женщина, я просто вспышка страсти, но мой удел терпение и труд. Я женщина, я то большое счастье, которое совсем не берегут. Я женщина, и этим я опасна. Огонь и лед навек во мне одной. Я женщина, а значит я прекрасна, с младенчества и до старости седой. Я женщина, и все дороги мира ведут ко мне, а не куда-то в Рим. Я женщина, я избранная Богом, хотя и наказанная уже им. Спасибо. Завершает конкурс визиток участница под номером 6 Лилиана Михайлова. Ваши аплодисменты! Добрый вечер, уважаемые жюри и гости. Коль вы спросите, кто же я, мой ответ вам слишком прост. Я любимая жена вон того красавца. Зовут меня Лилиана. Я девушка яркая, теплая, как солнышко. Люблю вокруг себя создавать уют, тепло и гармонию. Ведь по профессии я психолог. В свободное время увлекаюсь спортом, немного творчеством. Могу и спеть для души. Если быть краткой, мой девиз по жизни – люби, твори, сияй, мечтай. Встречайте громкими аплодисментами Наталью Соломонову и завораживающие звуки арфы.
сейчас мы начинаем второй этап. Называется он у нас «Признание в любви мужу». Давайте поаплодируем и встретим участницу под первым номером Татьяну Винокурову. Громкие аплодисменты. Артур, дорогой мой, родной, любимый, я признаюсь откровенно. И буду это повторять всегда. Я стала всех счастливее во вселенной в тот день, когда сказала тебе «да». Люблю тебя и знаю, что любима. Дорогая Танюша, сегодня я беру тебя в законные супруги. Знаю, что любима. Я Красивой обещаю парой любить называют тебя, нас. оберегать. И верю, я тебе необходима. Вчера, сегодня, самым-самым завтра и сейчас. Артур, я очень Мы вместе, счастлива, что мы встретила жена, тебя. мы супруги. Сегодня день нашей Бывает свадьбы. всякое, на то мы и Я семья. обещаю быть всегда тебе Идут близким года, другом. шумят ветра и ветры, но я, тебя как в первый день, люблю тебя. Встречайте громкими аплодисментами участницу под номером 2 Алину Савинову. Дорогой Паша, я хочу сказать тебе, что мои чувства к тебе ярче северного сияния, сильнее ураганного ветра, бесконечнее бескрайнего космоса. И только музыкой эпоса Якутии я могу выразить всю его полноту. Я тебя люблю. Пусть все видят, ради кого, собственно, сейчас все это произойдет. Давайте поаплодируем этой прекрасной паре. Rufus, boy, let me love, boy, what you know. Rufus, boy, let me love, boy, what you know. Rufus, boy, let me love, boy, what you know. Rufus, boy, let me love. Caught up in my Don't care what you say, I'm a bite to a friend's out. I miss you in the basement. But your brother was a good substitute for you. Ваши аплодисменты. Представительница под номером 3 Анастасия Роева. Бурные аплодисменты. Дорогой любимый человек, хочу сказать тебе спасибо за то, что я с тобой обрела теплоту, дом, о котором мечтала. Каждый ребенок, который рос без семьи, будет чуточку больше ждать внимания и тепла. Спасибо, что ты мне даешь материнскую теплоту и заботу, нежность и ласку. Спасибо, что я чувствую отцовскую защиту и поддержку. Ты моя семья. Я с тобой счастлива. Я с тобой счастлива. Наверное, я заслужила тебя. Бесконечно благодарна, что у меня есть ты, сыночек, и у нас растет под сердцем плод нашей любви. Мальчик будет или девочка, неважно. Важно, чтобы у нашего ребенка было все то, чего не было у нас. Все лучшее детям, а самое главное – наша с тобой любовь. Спасибо. Дорогие друзья, пусть ваши аплодисменты будут нескончаемыми, потому что сейчас на нашу сцену выйдет участница под номером 4 Надежда Журавлева.
бывает так, что в целом человеке вместилось то, что вовсе не вместить. Но я нашла такого, и навеки тебе все то, за что хочу любить. В тебе любовь, в тебе так много света. Его увидев, я хочу летать. Ты совершаешь личные победы. В тебе девиз «Я должен побеждать». Я так люблю тобою восхищаться. Ты вечный повод, ты моя судьба. С тобой мне вовсе нечего бояться. Запомни это раз и навсегда. В тебе вся мощь, все мужество и сила. Могу быть женственной я рядышком с тобой. Я помню то, как Бога я просила. Того мужчину, что сейчас со мной. Ты вспомни, как долго же мы ждали того момента, что у нас сейчас. Мы ведь с тобой прекрасно понимаем, плыть по течению — это не для нас. И вот сейчас ты стал любимым мужем, а я твоей так любящей женой. Возьми меня за руку, мне так нужно почувствовать защитную любовь. Я обещаю быть хорошей мамой и быть такой, какой и не мечтал. Женой и другом, в общем, самой-самой, какой меня со мною создавал. Ты так красив и внешне, и душою. Я как эстет оцениваю вновь. И так горда, что ты сентябрьской порою завоевал мою к тебе любовь. С тобой я самая счастливая на свете. Ты тот, кто вечно будет жизнь любить. И ведь в тебе, в любимом человеке, вместилось то, что вовсе не вместить. Уважаемые дамы и господа, давайте поддержим громкими аплодисментами участницу под номером 5. Встречайте, Ася Винокурова. Дорогой мой муж, ты подарил мне настоящее чудо, да, возможность прочувствовать настоящие чувства, как любовь. Я не знаю, как бы сложилась моя жизнь, если бы я не встретила тебя. Да и не особо, наверное, хочется, ведь с тобой я счастлива. Ты сумел подарить мир, о котором я так долго мечтала, который я ни за что никому не отдам. Ты позволил мне прочувствовать жизнь, научил по-другому принимать вроде бы, как ранее мне казалось, совершенно обыденные вещи. Ты все самое хорошее, самое светлое, что могло со мной произойти. Твоя любовь согревает меня, окрыляет и дарит мне силы. Я люблю тебя настолько сильно, что даже словами я не могу описать все эти чувства, что у меня внутри. Я хочу прожить с тобой вечность, наблюдать хочу за счастьем наших детей и внуков, бережно держать тебя за руки. Мне хорошо с тобой. Нет, немножко не так. Мне с тобой комфортно. И этот комфорт я уж точно ни с кем не соглашусь делить. Я люблю тебя. Лилиана Михайлова, ваши аплодисменты. Дорогие гости, уважаемый жюри, я хочу посвятить стихотворение любимому мужу. Мой милый муж, не устану я говорить о любви к тебе. Люблю тебя душою и сердцем, люблю тебя как цветок, влюблен в прозрачный блеск дождей. Люблю тебя за то, что ты есть. С тобой мне всегда легко и уютно. С тобой мне нравится молчать, сердцами в унисон стучать. Когда я на тебя смотрю, нежность в сердце в моем разливается. И когда ты в ответ улыбаешься, понимаю, все больше люблю. И чувств своих безумных не тая, скажу, столь замечательный день. Мой милый муж, мы с тобой встретились в лучший день и в лучший час.
мистер саксофон Дмитрий Павлов. Ваши аплодисменты. Елена Березовская и ее скрипка. Ваши аплодисменты. Разрешите объявить о том, что сейчас у нас стартует третий этап, заключительный этап сегодняшнего выступления, который у нас называется «Авангардный выход». И каждый год стилизация авангардного выхода меняется, как и, впрочем, годовщины свадеб по количеству прожитых лет. И так как фестивалю исполнилось 13 лет в России, да, вот он в Якутске проходит, то в этом году участницы подготовили свои образы в стиле кружева. Давайте поаплодируем нашим участницам громкими аплодисментами.
Давайте громкими аплодисментами поддержим прекрасных участниц. Громче и громче аплодируем, не скупимся на аплодисменты. Сложный выбор, наверное, да? Кто-то уже наверняка определился со своим выбором, у кого-то мнения разойдутся. Но на то у нас это и судейские коллеги. Сейчас они у нас будут совещаться, да? Ну, а пока все это происходит, я предлагаю никому не расходиться в зале, да? Потому что на этом интересный момент у нас не заканчивается. Ведь сейчас у нас состоится долгожданный для многих момент. У нас состоится розыгрыш свадьбы в подарок. Я приглашаю на эту сцену под ваши бурные аплодисменты организаторов конкурса «Свадебное агентство ЕС» Ирину и Марию. Давайте поаплодируем им бурными аплодисментами. Выбрать самых-самых, не имея четких критерий, очень сложно. Потому что, наверное, должны сойтись какие-то звезды, какая-то удача, немножко от себя старания. И каждый из всех присутствующих сегодня участников свадьбы в подарок, я считаю, они достойны. От свадебного агентства ЕС спецприз мы решили выделить 2 парам, которые набрали максимальное количество голосов. И от нас мы дарим в подарок на услуги организации вашей свадьбы мечты 20 000 рублей. И это... Так, и счастливчиками стали трудягами Алена и Юрий. И не менее трудяжная пара – это у нас Диана и Афанасий. Вставайте сюда посерединке, обе пары молодцы. На самом деле мы не думали о том, что у нас будет 2 победителя, обычно это 1 победитель, да, и подготовили, соответственно, 1 подарок. Поэтому, дабы никого не обидеть, ну, виртуальный подарок, да, 20 000 рублей от свадебного агентства ЕС каждому на организацию свадьбы. И приятные бонусы, без которых не останется ни одна пара, кто участвовал в свадьбе в подарок. Так что не огорчайтесь ни раньше времени. Так, и теперь... Да? Ну давайте, все пары, кто участвовал, выходите. Мы на вас посмотрим, вам поаплодируем. Какие все красивые, уникальные, интересные. Давайте станем так, девушки чуть-чуть впереди, а молодые люди чуть-чуть позади. И парочки так образуем. И свадьбу в подарок получает Алена и Григорий. Неправильно. Ой, простите, я не туда посмотрела, я извиняюсь. Вам отдельный приз, значит, будет. Подожди-ка. Дадим отдельный приз. Много дадим. Так, еще раз тогда. Тогда объявляй ты. И побеждает свадьбу в подарок 2019 года Алина и Павел. Наверное, когда рассказывали про эту уникальную историю, возможно, внутри себя они подумали, сразу вспомнили про себя и думали, что вот сейчас их объявят. Но сейчас получилось такой вот, да, небольшой казус. Но, тем не менее, я хочу пригласить... Так. Так, но в любом случае с каждой парой мы еще встретимся, и поэтому
я очень надеюсь, что, как сказать, то, что мы вам подготовим, оно будет очень радостным таким подарком от нас лично, да. Я хочу, чтобы все громко-громко поаплодировали. Эти пары достойны, очень достойны победы. Между этими двумя парами у нас и были долгие разговоры, да, долгие обсуждения. Поэтому вот звезды сложились именно вот так, что, оказывается, у нас 2 победителей 2-го места и 2 победителей на 1-е место со спецпризом. Так, ну, я хочу пару слов, может быть, дать нашим победителям обоим. Здравствуйте. Ну, очень неожиданно. Хотел бы поблагодарить отдельно за такой шанс, такую возможность. Для отдельно нас это был очень такой большой шаг раскрыть нашу историю. И вот благодаря агентству по организации свадеб ЕС это нам удалось. Моя любимая очень волновалась, это ее идея была, я ее поддержал. Ну, соответственно, мы все очень переживали все эти дни. По сей день мы верили в это, так сказать, чудо, которое, как оказалось, оно в принципе есть. А Алина всегда боролась за то, что чудо оно есть, и нельзя не верить в него. Спасибо. С вами точно мы. Судьба прямо. Здравствуйте. Хочу выразить благодарность свадебному агентству ЕС. На самом деле это было, ну, правда, неожиданно. Сегодня мы весь день нервничали. Вообще всю неделю как-то... Очень тяжело было эту неделю переживать. Очень переживали, вот правда. Очень спасибо. Спасибо огромное всем участием. Ну, раз у нас Алена и Григорий так переживали, говорит, сильно всю эту неделю, поэтому мы постараемся на 100%, чтобы организация свадьбы у них прошла без сучка и задоринки, как любит говорить Мария, и берем на себя бесплатную организацию свадьбы Алены и Григория, да, плюс дополнительными бонусами, скидками и так далее. То есть уже гарантированно переживать и нервничать им не придется. Встречайте светодиодный номер под названием «Медуза».
Участница под номером 1 Татьяна Винокурова. Участница под номером 2 Алина Савинова. Участница под номером 3 Анастасия Роева. Участница под номером 4 Надежда Журавлева. Участница под номером 5 Ася Винокурова. Участница под номером 6 Лилиана Михайлова. Каждая участница получает красивые букеты от цветочного салона Якут Цветторг. Давайте поаплодируем нашим прекрасным участницам. Также наши прекрасные дамы получают сертификаты на приобретение спортивной одежды в интернет-магазине Profit. Давайте поаплодируем громкими аплодисментами. Для объявления победительницы в номинации «Бриллиантовая жена» 2019 года приглашаем на сцену бриллиантовую жену прошлого года Лану Иванову. Бурные аплодисменты. И в номинации «Бриллиантовая жена» становится Савинова Алина. Поздравляю, дорогая. У нас уже есть имя одной победительницы. Для объявления победительницы в номинации «Бриллиантовая невеста 2018» приглашается на сцену бриллиантовая невеста прошлого года Юлия Кипрова. Давайте поаплодируем. Здравствуйте, дорогие гости! Сегодня произошел великолепный праздник любви. Я помню, как в прошлом году у меня сердце просто трепетало от волнения, и сейчас я прекрасно понимаю наших конкурсантов, как они волнуются. Это было сложное решение, я вам честно скажу, потому что все девочки достойны, все яркие, все красивые, но победительница у нас одна. И ей становится бриллиантовая невеста 2018 года. Тра-та-та-та-та-та! Михайлова Лилиана. Алина, поздравляю тебя, ты стала бриллиантовой женой Якутска. Какие у тебя сейчас эмоции? Не знаю, я очень рада. Я долго готовилась к конкурсу, волновалась 2 месяца практически. И из-за того, что так сильно волновалась, наверное, я даже не знаю, как описать свои эмоции сейчас. Дальнейшие планы у меня съездить в Астрахань, там поучаствовать, побороться за титул тоже бриллиантовой жены России. Я рада, что именно я стала женой. Я считаю, что я достойная. Глобальные впечатления, прям даже слов нет, наверное. All I needed was a little trust in myself.
эмоции просто меня переполняют. Я действительно удивлена, потому что каждая из нас была достойна этой победы. И я считаю, что мы все уже выиграли, независимо у кого есть титул, потому что мы уже являемся хранительницами очага. Я постараюсь достойно выступить уже на России, представить нашу республику Саха-Якутия. В принципе, все. Я очень рад за нее, то, что она это сделала. Я верил до конца в нее, что она победит. Она у меня молодец, я ее сильно люблю.